Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем, что высматривал ночью молодой человек в окнах чужой квартиры на улице Исаева, стоя на крыше магазина. Свет горит, машинка швейная включена. О подозрительном человеке очевидцы сообщили в полицию. Я нормально, если хотите, любые анализы сдам. Покажем водителей, задержанных за рулем с признаками опьянения. И что нашли в Kia, остановленной на улице Космонавтов в Казани. Я ничего, машине не знаю. А также, кто прав в споре водителя, избитой им женщины. Да, она считает, что она не виновата, она идет по пешеходному переходу. Это и не только. Прямо сейчас. 58-летняя женщина попала под колеса «Опеля Мокко», переходя проезжую часть на перекрестке улиц Мусина и Голубятникова в Казани. Сразу после случившегося она хотела покинуть место наезда. Ее задержали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, на чьих глазах все и произошло. Они же и вызвали пострадавшей скорую помощь. Мнения о причинах и виновнике случившегося с водителем у ней разошлись. Пострадавшая уверяла, что шла по пешеходному переходу. Водитель же пытался объяснить, что в этом месте его никогда и не было. Переход расположен чуть дальше. Я даже не мог предположить, что здесь может появиться человек. Просто откуда здесь может взяться человеку? Здесь ни пешеходного перехода нет, тротуара нет. Там какие-то заросли, кусты вон и, в общем, непонятно. 65-летний водитель «Опеля» рассказывает, женщину увидел в самый последний момент. Она вышла из-за пропускавшего его автомобиля. Съезжал с улицы Мусина на Голубятникова по главной дороге. Двигался не быстро. Во-первых, ограничение скорости. Во-вторых, поворот и перекресток. Я с Мусина на Голубятникова поворачивал. Машина, да, стояла здесь, она по прямой въехала и меня пропускала. Я ее объезжаю, и она выпрыгивает в машину. Здесь пешеходного перехода нет, она вообще я не понял, откуда она взялась. Как только увидел человека перед машиной, рассказывает водитель, сразу же ударил по тормозам. Но, несмотря на небольшую скорость, автомобиль все равно остановился не сразу. Этого хватило, чтобы задеть женщину. Серьезных травм она не получила. Она ни на что не жалась. Она вообще хотела уйти сначала. И мы ее остановили. Тут еще УАЗик полицейский был. Сзади меня ехал. Они все видели, как все произошло. И они ее сказали, чтобы она здесь оставалась, никуда не уходила. Прибывшие на место врачи осмотрели пострадавшую и оказали ей первую помощь. В госпитализации женщина не нуждалась. Чуть-чуть шишка на голове и все. Взгляд на произошедшее у водителя и у пешехода был кардинально разный. Водитель был уверен, что сама женщина нарушила правила, выйдя на проезжую часть. Пешеходный переход вон. Знак стоит. Пешеходный переход, где вот лежачий полицейский нарисован. Вот там пешеходный переход. А здесь... его никогда не было. Пострадавшая женщина же была уверена в обратном. Она шла по правилам, и водитель должен был ее пропустить. Да, она считает, что она не виновата, она идет по пешеходному переходу. Прибывшие на место автоинспекторы согласились с водителем. Пешеходный переход через улицу Голубятникова расположен чуть дальше, и женщина вышла на проезжую часть в непредусмотренном для этого месте. Ближайший к месту наезда переход через улицу Звениговская, расположенную перпендикулярно к Голубятникова. Возможно, это и вело в заблуждение пешехода, и теперь степень вины каждого будут устанавливать на разборе в автоинспекции. Вероника Гайнудинова, Дарья Кореева, «Вызов 112». Признаки опьянения обнаружили автоинспектору и водителя «Хонды Цивик», остановленный на улице Космонавтов в Казани. Мужчине предложили пройти экспресс-тест на наличие алкоголя в крови и проехать в больницу на медицинское освидетельствование. Но и от того, и от другого он отказался. Теперь его ждет суд, штраф в 30 тысяч рублей и превращение в пешехода на срок до 2 лет. В то же самое время на том же самом месте автоинспекторы остановили Kia Spectra. Автомобиль сразу бросался в глаза, передняя часть разбита, номера нет. Вопросы возникли к состоянию и водителя, и пассажира иномарки. К тому же у автоинспекторов возникли подозрения, что в самой машине есть запрещенные вещества. И автомобиль решили тщательно досмотреть с участием следственно-оперативной группы и понятых. В машине просто нет порядка. Пассажир Kia рассказывает, понятия не имеет, почему их задержали. Говорит, товарищ просто вез его домой, когда остановили автоинспекторы. А товарищ ничего не употребляет, Саша? Не выпивал? Возможно, может, выпивал. Не почувствовали запах? Да я не знаю, я же не разговаривал. Вот я здесь сижу, он там сидит. Куда я могу? Но вы же в машине рядом с ним ехали. Запах не было. К
состоянию 37-летнего водителя Kia у автоинспекторов возникли вопросы. У водителя имеются признаки опьянения, сейчас будем устанавливать. Мужчине предложили пройти освидетельствование на наличие в организме алкоголя запрещенных веществ. Требую пройти освидетельствование на состояние опьянения через прибор алкотестер. Согласны? Не хочу. Погромче скажите, пожалуйста. Не хочу. Отказывается. Слышали? Также, Марат Махмутович, требую проехать в медицинское учреждение для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Согласны? Нет, не поеду. Слышали? Отказывается. У автоинспекторов возникли подозрения, что в самой машине есть запрещенные вещества. Пассажир Kia уверял, подозрения, по крайней мере в отношении него, беспочвенны. При себе ничего запрещенного, говорит, нет. А за других отвечать он не может. У меня ничего нет. У меня ничего нет. В машине не знаю. Автомобиль досматривали в присутствии экспертов и понятых. В машине обнаружили пластиковые пакеты с подозрительным содержимым. Все, что вызывало вопросы, изъяла следственно-оперативная группа. Содержимое пакетов отправили на экспертизу, и после получения ее результатов будет приниматься процессуальное решение. Рания Абдрахманова, Дарья Кореева, вызов 112. Всего за минувшую ночь, по данным автоинспекции, в Казани остановили 6 водителей с признаками опьянения. Все они отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Ответственность за отказ такая же, как и за вождение в нетрезвом виде. И теперь всех ждет суд, штраф и лишение водительских прав. 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Такой приговор вынес Нижнекамский суд мужчине, обвиняемому в убийстве своей сожительницы. Следствие доказало, что в конце августа 2023 года он во время ссоры вытолкнул 36-летнюю женщину из окна квартиры на 6-м этаже. От полученных травм она скончалась на месте. Задержали его сразу же, скрываться мужчина не стал. Во время следственных действий и судебных слушаний утверждал, что все случившееся не более чем трагический несчастный случай. Что он пытался спасти любимую от падения, которая в нетрезвом состоянии, сидя на подоконнике у открытого окна, вдруг откинулась назад, от чего и сорвалась вниз. Утверждал, что доказательством этому служат видеозаписи, сделанные очевидцами. Но следователи нашли в квартире следы борьбы со следами крови погибшей, что говорило о конфликте, который вспыхнул еще до ее падения из окна. Суд счел доказательства неопровержимыми и признал мужчину виновным в умышленном убийстве женщины. Молодой человек стоит на крыше магазина на улице Исаева в Казани и заглядывает в окна квартир. Такое сообщение поступило в полночь в казанскую полицию. Приехавшие стражи порядка убедились, звонивший говорил чистую правду. Мужчина действительно что-то высматривал в 2 незашторенных окнах. Полицейским он рассказал, намерения у него благие. Просто хочет убедиться, что с хозяйкой квартиры все хорошо. Свет горит, машинка швейная включена. Он успел рассмотреть все. Квартира была как на ладони. Свет горит, окна не зашторены. Но самое интересное, на что рассчитывал, так и не увидел. Девушка живет, телефон не отвечает, вдруг упала. Сознание потерял. Было уже такое. Он не увидел ее ни на кухне, ни в зале, ни даже в спальне. Остальные части квартиры были скрыты от его взгляда. Рассказывает, не мог с ней связаться с 2 часов дня и сильно переживал. Сознание 1 раз потерял, вот недавно. И сейчас опять ни на связь, ни на что не выходит. Он был уверен, что она дома, уходя всегда все выключает. Стук в окна не помогал, она не отзывалась. На телефонные звонки по-прежнему не отвечала. Мы здесь гуляли мимо, прошли, свет горит, звоним, не отвечает. Я ее подружке написал, она тоже, ай-яй-яй, ой-ой. И уже после этого, рассказывает, решился заглянуть в ее квартиру. Благо, на 1-м этаже расположены магазины. Физическая форма не мешала забраться на крышу и добраться до окон. В это время его заметили очевидцы и позвонили в полицию. Пришлось спуститься. Я нормально, если хотите, любые анализы сдам. Пойти традиционным путем через дверь, рассказывает молодой человек, мешал домофон. Ключей от подъезда у него не было. Проблему решили стражи порядка быстро. Стук в дверь ничего не дал, и телефонного звонка в квартире не было слышно. Пропавшая девушка нашлась сама, просто открыла дверь и сообщила, что с ней все хорошо. Их беседа была очень краткой. Почему пропала и не отвечала на звонки, ни он, ни она говорить не захотели. Алия Хайрудинова, Дарья Кореева, вызов 112.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятое вами. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.